Всех приветствую на сегодняшнем видеоуроке по технологиям 3D-печати. В данном видеоуроке мы научимся работать с фигурами, рассмотрим, какой список фигур нам доступен, и рассмотрим с вами характеристики данных фигур. Для этого нам понадобится параллелепипед. Как вы можете заметить, в появившемся экране мы видим 5 характеристик, таких как радиус, шаги, длина, ширина и высота. Первая характеристика такая, как радиус, отвечает за окружность нашей фигуры. В данном случае, если мы увеличим радиус нашей фигуры квадрата, то он превратится в сферу. Такая характеристика, как шаги, отвечает за детализацию нашей фигуры. Таким образом, если мы уменьшим наши шаги, то наша фигура станет менее детализированной. А если увеличим, то она станет гораздо детализированной. Такие характеристики, как длина, ширина и высота, отвечают за размеры нашей фигуры. Так, если мы увеличим длину, то наша фигура станет гораздо длиннее, ширину увеличится в ширине, и высоту она станет гораздо выше. Так, вернем, пожалуй, назад наш радиус. И вы могли заметить то, что наша фигура имеет такую характеристику, как отверстие. Данная функция необходимо для того, чтобы сделать в нашей фигуре отверстие в виде другой фигуры. Давайте мы возьмем для этого цилиндр. Как вы можете заметить, цилиндр, после того, как мы нажимаем функцию отверстия, он становится прозрачным. Для того, чтобы наша функция заработала, нам необходимо выделить наши объекты и загруппировать их. Таким образом, в итоге получается у нас квадрат, имеющий в себе отверстие в виде цилиндра. Для того, чтобы вернуть назад нашу фигуру, есть два способа. Первый способ — это при помощи удержания клавиши Ctrl и клавиши Z мы можем возвращать назад. Также мы можем при помощи второго метода, это обратные действия выполняем, это разгруппируем нашу фигуру. Для того, чтобы выбрать наш цилиндр, нам необходимо для начала коснуться нашей рабочей плоскости, и после чего выделять наш цилиндр. В крайнем случае, если мы не сделаем такового, то мы не сможем выделить наш объект. Давайте рассмотрим следующие фигуры, которые нам доступны. Это такие как сфера. Сфера имеет в себе шаги, то есть также детализация отвечается за шагами. Scribble — это конструктор фигур. При помощи Scribble мы можем нарисовать необходимую нам фигуру, после чего нажимаем «Готово», и мы получаем готовую фигуру. В Scribble можно изменить только высоту или полностью отредактировать фигуру. Так, давайте рассмотрим следующую. Крыша. Данная фигура не имеет в себе характеристик, она просто увеличивается в размерах. Следующая фигура у нас это конус. Вы можете заметить, что у конуса имеется 4 функции, 4 характеристики, такие как верхний радиус, увеличивает радиус верхний. Мы можем из цилиндра сделать конус. Нижнее основание, высоту и стороны. За стороны это отвечает количество сторон, которые имеет. То есть детализация нашей фигуры становится гораздо лучше. Давайте приступим к следующей фигуре в нашем списке. Это как круговая кровля. Данная функция не имеет в себе характеристик, но она умеет увеличиться в размерах, в ширине, длине и высоте. Следующая фигура — это текст. Данная фигура, она приобретает свойства написанного нашего текста. Допустим, как если мы пишем «привет», то
фигура приобретает свойство слова «привет». Мы можем изменить шрифт написания нашего слова, увеличить высоту, сделать более жирнее нашу и увеличить сегменты. То есть наше слово становится более детализированным. Давайте его уменьшим в размерах и поставим нашему списку. Так, следующая фигура — это clean. Мы также можем ее переворачивать, как все остальные. Давайте ее перевернем на 90 градусов. Также умеем увеличивать ее в размерах, в ширине, длине и высоте. Следующая фигура — это пирамида. Пирамида имеет все свойства сторон, то есть мы увеличиваем количество сторон на нашей пирамиде, после чего она становится конусообразной. А если уменьшаем, то максимальное значение, которое она может приобретать, это 3 стороны. Так, полусфера. Полусфера, она не имеет в себе свойств, она умеет увеличиться в размере, в ширине, длине и высоте. Следующая фигура на рассмотрение — это является многоугольник. Данная фигура имеет все свойства сторон, то есть увеличится количество сторон бевел, которая отвечает за окружность углов нашей фигуры, и сегмент, который отвечает за детализацию этих окружностей, за детализацию окружности наших углов. Следующей фигурой будет параболоид. Данная фигура содержит в себе одно свойство — это шаги, то есть количество сторон, что влияет на детализацию нашей фигуры. Она также умеет увеличиться в ширине, длине, высоте. Также может поворачиваться. Следующая фигура — это тур. Он имеет в себе функцию радиуса, увеличиться, свойство радиуса. Труба, которая отвечает за размеры ширины нашей трубы. Стороны — это детализация также. И шаги, отвечающие за обороты. Давайте уменьшим ее и поставим. Следующая на очереди — это труба. Это тот же самый цилиндр, имеющий в основании отверстие в виде цилиндра. Он также умеет увеличиться по высоте, ширине и длине. Также имеет радиус, толщину стенок, количество сторон, отвечающих за детализацию, и бевел, отвечающую за сглаживание углов и количество сегментов сглаживания угла. Давайте поставим ее к списку наших фигур. Такая фигура, как сердце, она тоже изменяется по высоте, ширине и длине. Функция звезда имеет в себе точки, то есть количество лучей, которые она может выпускать из себя, радиус, который увеличит ее в размере, и внутренний радиус, который отвечает за тонкость внутреннего радиуса или увеличение. Следующий по счету это будет у нас звезда, которая просто имеет в себе функцию увеличения в размерах. Икосаэдр, он также имеет свойство увеличения в размерах. Кольцо. Вы можете заметить, что в кольце у нас есть собственный конструктор кольца, то есть мы можем дергать за ползунки и приобретать необходимую фигуру нашего кольца. То есть, как вы можете заметить, вот какое кольцо у меня получается. Мы можем увеличить его таким вот образом. Интересный редактор, как по мне. Также у нас есть игральная кость. Это тот же самый куб, имеющий в себе гладкие стороны.
углов. И бриллиант. Ну, он тоже не изменяется Он имеет в себе только функции изменения в размерах. Для того, чтобы очистить нашу рабочую плоскость, нам необходимо выделить все объекты и нажать кнопку Delete. Так, таким образом наша плоскость будет свободна. Я вам покажу несколько фишек, которые мы не рассмотрели. Возьмем параллелепипед и при помощи кнопки «Запретить редактирование» мы можем оставить данную фигуру в таком положении. Если мы нажмем, закроем таким вот образом, то мы не сможем передвинуть наш объект, он останется в этом положении и до тех пор, пока мы не разрешим редактирование. Также мы можем скрыть этот выбранный объект. Нажимаем его, и мы не видим этот объект. Он есть, но мы можем его увидеть при помощи функции «Показать все объекты». На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч. До свидания.